Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү. Менин пикиримче эң жаш катышуучулардын бири мен болсом керек. Мен Алиев Медер, көз карандысыз юрист. Анан биздин жыйынды жөн гана жергиликтүү массалык маалымат каражаттары чагылдырбай эле, менин билишимче чет өлкөлүк дагы аккредитациядан өткөн СМИлер бар. Ошончо туура көрсөңүздөр, мен өз пикиримди расмий тилде билдирип койсом. Кыскача, бүгүнкү кырдаал боюнча, ушу конституциялык реформа боюнча. На мой взгляд, то, что сегодня происходят такие тяжелые политические процессы в нашей стране, это абсолютно закономерное явление. Так должно быть. 3 революции, будем называть это государственным переворотом, неважно. К великому сожалению, те страны, которыми мы очень восхищаемся, а это по объективным показателям западные страны, прошли тот же самый путь. Только 200-300 лет тому назад. Они имели бесчисленное количество революций и мятежей, чего стоит только приход к власти Наполеона и установление своей конституции, установление первого парламента Великобритании Оливера Кромвеля и лишение власти монарха, французская буржуазная революция чего стоит, Варфоломеевская ночь чего стоит. То есть мы сейчас проходим естественный этап становления цивилизации и общества, и в этом нет ничего предосудительного. 30 лет жизни человека – это много, практически половина жизни. Но в жизни государства это ничтожно мало, как капля в океан. И мне вот вспоминается, как старый добрый советский анекдот. Что нужно, чтобы стать интеллигентом? Нужно всего-то окончить 3 университета. Только первый должен окончить твой дед, второй твой отец, а потом ты сам. Только в 3-м поколении ты будешь считаться интеллигентом. Так вот, коллеги, на мой взгляд, мы всего-то сейчас на 1-й ступени. Нельзя сесть в 7-й класс, не отмучившись на 1-м и 2-м. Мы проходим естественный процесс. И в этом вопросе радует то, что на территории Центральной Азии мы впереди в вопросах демократизации общества, свободы слова, выборности и сменяемости органов государственной власти. И это естественный процесс. Теперь я хотел бы выразить сугубо свое личное мнение, нужно ли менять Конституцию. На мой взгляд, Конституция, не столько сколько на мой взгляд, столько сколько с юридической точки зрения, как есть. Конституция – это общественный договор. Если оно не устраивает общество, то, на мой взгляд, нет ничего зазорного в том, чтобы ее менять. Давайте посмотрим факты. Вот эта Конституция, принятая в 2010 году, оправдала доверие общества. Возможно, определенной части да. Но факты говорят о другом. 2 прошедших выбора в парламент на основании этой Конституции способствовали тому, чтобы к власти пришли по принципу меритократии самые одаренные и способные граждане. Нет, пришли самые богатые, причем которые нажили свое имущество незаконным путем. А лидеры партий, я особо-то принципиальной разницы не вижу между ними и торговцем за прилавкой, колбасным цехом. Золотые мандаты дегендер чыкты. Благо еще был принцип квотирования, были представлены женщины и молодежь. А коллективная безответственность, сколько примеров поменяли. Гимджо перед черный июль, ковид боюнча. Опять безответственность, благодаря этой Конституции. И я этого мнения придерживаюсь не сегодня, не вчера. Я этого мнения придерживался долго. О том, что ныне действующая Конституция, к великому сожалению, не выполнила свою историческую миссию. И в этом нет ничего зазорного. А что говорят противники того, что нельзя менять Конституцию? В 114 статье этой Конституции отмечено о том, что, джалпахтельмен, вот простым языком скажу, о том, что новая Конституция вообще не может приниматься. То есть говорится о том, что история начинается с 2010 года. То есть автор этой Конституции сказал, хотите ли вы, не хотите, ваши дети, внуки, правнуки должны жить в рамках этой Конституции. Я долго думал, вот какое же творение человека может быть таким, что нельзя его поменять. И пришел к мнению, что есть такие книги, действительно. Это Коран, это Библия. Вот они здесь. Я просто не хочу афишировать этот. И я изучил. Действительно, в Коране там, как божественное откровение, для верующих говорится, ни одна запятая, ни одна точка не должна меняться до судного дня. В Библии
Последователи христианства утверждают то же самое. Это как божественное откровение, Слово Божие, оно не должно меняться. Теперь сравним эту конституцию. Получается, автор претендует на роль Худай Өзүнгечир, Господа Бога. Насколько я знаю, у нас в Кыргызстане есть только один Бог, это Арстан Алай. И, судя по всему, появляются определенные другие кандидаты. Поэтому я считаю, что в этом нет ничего зазорного. Если та конституция, которой мы способствуем принятию, окажется такой, что не устроит общество, нет зазорного ее менять. Вот многие говорят, нельзя менять конституцию. Я был в Грузии, я видел реформы Грузии, я очень восхищен. И в Грузии вносили конституцию 32 поправки. В Швейцарии с 1999 года вносили 10 поправок. И таких примеров масса. И аргумент о том, что конституция должна оставаться жесткой по принципу американской, это несостоятельный аргумент. И последнее, что я хотел бы сказать, что, уважаемые коллеги, нам нужно быть максимально открытыми. Не прятаться и не бояться, выходить в социальные сети, выходить в общество, доводить до общества свое мнение. Бекинбестен, слушать всех. И вот я хотел позицию эту тоже высказать, но она уже была озвучена. Возможно, есть необходимость пригласить сторонников, которые против конституционной реформы, включить состав. Чем больше будет полярность мнений, тем только лучше будет. И самое главное, я хотел бы призвать максимально кошоматчылыктан алызыраак болуп, өзүбүздүн пикирибизди билдирип и исходя из своих идейных убеждений, чтобы эртеңки күнү самому стыдно не было. Ошол эле ой, рахмат, коллеги. Медер сага чоң рахмат, абдан жакшы сүйлөдүң. Келечеге кең балдар бар экен арабызда. Рахмат. Эске алабыз.